В торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Сегодня у всех добровольцев WorldSkills появился свой дом. Центр рекрутинга волонтеров только открылся, но собеседования уже идут. Хария Халитова волнений не скрывает. Говорит, опыт в волонтерстве небольшой, зато опыт жизненный не подведет. Жизнь интересная. Кругом одни мероприятия. Везде люди, везде события. Мне хочется там быть, а не сидеть дома на пенсии. Это не экзамен в школе английского языка, а одно из требований к будущим волонтерам. Кроме этого, они должны прекрасно разбираться в представленных компетенциях. Рекрутинговый центр находится на небольшой площади, но вмещает в себя сразу несколько секций. К примеру, здесь проходят живые собеседования, здесь волонтеров встречают на зоне ресепшн. Ну а заходя в эту комнату, нужно вести себя как можно тише, потому что именно здесь проходят собеседования по скайпу. Если кто-то на собеседовании волнуется или даже теряется, то Марсель Галеев в себе уверен. Он работал на последних крупнейших мероприятиях. К примеру, на Мундиале помог австралийцу отыскать личные вещи. Мы нашли его чемодан, он сказал: со мной такого еще никогда в жизни не было, я 3 раза чемодан потерял, ты только единственный человек, который смог мне помочь, он меня обнял. Вот, было очень приятно. До чемпионата WorldSkills Казани 271 день. Но уже сейчас, чтобы стать добровольцами, заявки подали больше 11 тысяч человек из 70 стран мира. Сделать это можно на сайте организации. Приняв участие в казанском чемпионате, наши волонтеры открывают себе новые дороги. Они уже сейчас востребованы во всем мире. Многие из них вошли в базы данных различных федераций, в том числе международных. И сегодня работают уже не только там, обслуживая какие-то мероприятия, а уже работают в аппаратах этих федераций. Чтобы стать частью движения WorldSkills, нужно поторопиться. Подать заявку добровольцы могут до Нового года. Кто волонтер? Я волонтер! Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.